Демид, значит, силом заставляют нас сдавать. Нам что, плохо, что ли? Почему порядок нарушает? Не только предлагают, это уже составляют. А вообще ситуация нервозная, так скажем? Ну да, давит на психику. Села в Алексеевском районе словно растревоженные ульи. Все разговоры местных жителей на этой неделе только об одном. Главы поселений на сходах предлагают односельчанам отказаться от сдачи молока старым приемщикам. Старым, но проверенным, уточняют жители Масловки. На протяжении 20 лет они каждое утро сдают молоко Александру Болясникову. Все в одну точку. Сколько мы прошли этих точек, нас обманывали. И сельсовет принимал. Кто только, каких только не было. Уперлись вот на одного, сейчас сдаем. Никаких перерывов не было, никаких. 2 раза в месяц дает деньги. Болясникову? Да, 20 лет я ему сдаю, да, и буду сдавать. Ну, конечно, зачем нам другой? До этого дойдем, до верхов дойдем, до Казани дойдем, будем писать. Сейчас писать все умеем. Вот это видео прислали нам жители Масловки за день до нашего приезда. Руководитель некого кооператива Аллы Тагинеле в присутствии главы Рамадановского сельсовета Ирины Чекалиной настоятельно порекомендовал масловцам вступить в его кооператив, чтобы потом продавать ему свое молоко на 2 рубля дороже, чем у конкурентов. Но сельчане, несмотря на выгодные предложения, отказались. Я никому не уговариваю, вы можете не вступать, не переходить. Но глава вашего сельского поселения все прекрасно знает, она вам, наверное, уже объявила. Это не я придумал. Но разговор так и не получился. Тогда кооператор сообщил председателю сельсовета, что вопрос давно решен. Вы даже им ничего не объяснили. Я сейчас приехал сегодня на совещание, голова вам все прекрасно объяснил. Да, ситуацию? Нам ничего не объясняли. Вы же там сами находились. Еще угрожал. Председатель сказал, что вам отдельный какой-то разговор будет. Это с кем-то отдельный разговор? Ну вот с председателем с нашим как будто. Вот, не знаю. Что она якобы не уговаривает? Да, чтобы Сунею. Кооператив какой-то, он сказал, кооператив. Все скоро будете в кооператив сдавать. Нет, нас устраивает массаж. Кооператором оказался Рамиль Исмаков, бывший водитель местного предпринимателя Ильнура Сунеева. Вот такую информацию мы нашли на сайте Руспрофайла. Ильнур Сунеев имеет отношение к кооперативу Аллы Тагинеле и еще нескольким фирмам-банкротам или находящимся в этой стадии. В скорбном списке молочная транспортная компания «Барс», ООО «Ватан», «Ватан-С» и, наконец, ПТП «Тукай», задолжавший в том числе поставщикам молока Аксубаевского района порядка 54 миллионов рублей. Талгат Файзулин в прошлом году в арбитражном суде Татарстана защищал интересы сельхозпотребкооператива «Восток». Ему ПТП «Тукай» задолжала почти 800 тысяч рублей за поставку молока. Организация ООО ПТП «Тукай» она уже ликвидирована путем процедуры банкротства, и взыскание всех вот этих долгов считается безнадежным. Уже никаких вариантов нет. По суду кредиторы не получили ни копейки, а чтобы расплатиться за молоко с местными жителями, кооперативу пришлось взять суду в банке. Кредиты взяли, закрыли. Нас начали судить тут. Приезжать начали тут арестовать, тут технику, это. Милиция не наши. В беспокойном хозяйстве Гульнары Абдрахмановой 5 дойных коров, 4 теленка и 2 бычка на откорм. Каждый день она продает по центнеру молока. 3 года назад чуть не пошла по миру, когда фирма Сунеева, как говорит Гульнара, отказалась рассчитываться с ней. Да, они 700 литров у меня вообще срезали. Сказали, что добавляем воду, молоко. Когда у меня там было еще только 3 коровы в то время. Вот. Ну, потом разобрались, конечно. Пришлось прокуратуру подключить. Это все, да. Все нормально. И мы в это время ушли. Заключили договор с Алькиевским молозаводом. И угроз никаких не поступало там, например? Ну нет, нам сказали, чтобы до 20 марта все сдавали ООО «Авангард» назвались. Вот. Но то, что люди все против, потому что понимают, что там Сунеев Ильнар Ахняфович всем рулит. Александр Болясников в день собирает 2 тонны молока, а всего буренки с личных подворий дают за сутки свыше 20 тонн. Выручка за месяц тянет на 1 миллион рублей. Как говорят сборщики, если пиар-компания продолжится в таком духе, то кооператив Сунеева станет монополистом в Алексеевском районе. О какой конкуренции тогда можно вести речь? Цель кооператива – создать нужное количество людей, чтобы получить субсидии за счет государства и тем самым
конкурировать в рынке. Мы за здоровую конкуренцию и, соответственно, готовы работать честно. Мы боимся, что они станут монополистом и будут в дальнейшем диктовать свои условия и цены, потому что это было уже неоднократно, и, соответственно, раньше у них ничего не получилось. Возможно, определенный интерес местных властей в том, чтобы поднять показатели. Сейчас трейдеры вывозят молоко за пределы Татарстана, к примеру, в Ульяновскую область. Тем самым показатели производства молока Алексеевскому району снижаются. Исключая трейдеров из этой цепочки, сырье остается дома. Но по данным системы «Меркурий», те же компании, отношение к которым имеет Сунеев, регулярно поставляют сырье на Саратовский комбинат детского питания. Почему откуда-то чего-то вылезает, куда-то чего-то сдавать велят? Нам хорошо так. Если было бы плохо, мы вызвали бы и телевидение, вызвали бы и Сунеев, вызвали бы и район, администрации всех, республику на дыбы подняли бы, к президенту поехали бы. Нам хорошо. Почему мнение народа не учитывается? Уже завтра представители кооператива ждут на сходе в селах Верхние и Нижние Тиганы. В понедельник приедут с министерства люди, и, как глава сказал, нашего района Алексеевского, будут всех переводить к Сунееву. Но мы не хотим. Я не хочу больше связываться, опять на одни и те же грабли наступать. Местные жители в таком отчаянии, что готовы продавать молоко старым сборщикам даже по 15 рублей за литр, лишь бы его не сдавать в кооператив. Что происходит на самом деле? Честная ли это конкурентная борьба и кому выгодна вся эта ситуация? Мы обратились в УФАС, чтобы ведомство изучило ситуацию. Селяне надеются на честные правила игры. Елена Горбунчик, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.